Генеральным партнером турнира выступила акционерная компания «Железные дороги Якутии». На помост вышли 16 атлетов из 14 стран. И каждый готов был доказать, что именно он достоин железного трофея. Участники объединились в 4 команды, символизирующие станции Амуро-Якутской магистрали – Нерюнгри, Алдан, Томмот и Нижний Бестях. Традиционное мероприятие. Железные дороги Якутии давно, уже практически с самого начала создания Федерации масс-рестлинга, является одним из, так сказать, основным участником, основным спонсором многих мероприятий, особенно международных. С 2017 года Федерация масс-рестлинга выводит этот национальный вид спорта на международную арену форума. Важно отметить, что с завтрашнего дня спортсмены будут вести концертную программу по теме Великой Отечественной войны, исполнят песни военных лет и примут участие в вальсе Победы. У нас завтра стартует международный турнир, будут те же участники принимать участие Хапахаблык и Хамыска. Мы поддерживаем нашу физическую культуру народа Саха, поэтому продолжаем знакомить иностранцев с нашими видами. Раньше мы показывали якутское многоборье, но в этом году решили, чтобы они узнали что-то новенькое. Масс-рестлингом спортсмен из Нигерии занимается уже около 4 лет. По его словам, подготовка к кубку шла долго, ведь здесь важна не только физика, но и стратегия, умение читать соперника и просчитывать каждое движение. Я 22 года слушал про масс-рестлинг, я видел и начал заниматься, и мне так понравилось, потому что игра интересна, там надо подумать, не просто двигатели. По итогам борьбы победила команда «Нижний Бестях». За это они получили не только спортивную славу, но и ценные награды – якутские ювелирные изделия. Лиана Осипова, Владивосток.